В эфире Канадского телевидения информационный выпуск «Вести недели». В студии Полина Андреева. Здравствуйте. Одно из главных событий сентября – это выборы депутатов в Государственную Думу. Как проходили выборы и какая обстановка царила на избирательных пунктах, расскажет Рената Сагдеева. Сейчас я нахожусь у Детского дома творчества, где расположился 614-й избирательный участок. Традиционно одним из первых отдал свой голос глава города Канаша Андрей Константинов. Глава Канаша призвал всех жителей, пока есть возможность, обязательно прийти на участки и сделать свой осознанный выбор. Выборы здесь очень важны, и поэтому каждого жителя города Канаш я призываю принять активное участие в данных выборах, потому что от этих выборов зависит будущее нашей республики, нашего города. Стоит отметить, что в этом году приняты особые меры безопасности по антиковидным мерам. Также следят за чистотой голосования наблюдатели. За частотой голосования у нас сегодня 4 наблюдателя, 4 партии. Очень аккуратные, и нам помогают, смотрят, чтобы избиратели правильно проголосовали. Мы радуемся, что хорошие наблюдатели. Работа на избирательных участках организованы на высшем уровне. Сейчас в Канаше довольно дождливая погода, но несмотря на это, местные жители идут голосовать активно. Избиратели очень активны. Нам нравится член избирательной комиссии. С утра прям приходит. На сегодня сейчас проголосовало пока 85 избирателей. Сегодня жители Канаша могут отдать свой голос в избирательном участке до 8 часов вечера. Каждый год мы регулярно прям голосуем, каждый раз ходим, каждый выбор. А что бы вы хотели, чтобы изменилось в нашем городе? Да что я хотела? Образование стало лучше. Отдал свой голос в 615-м избирательном участке глава администрации города Канаша Виталий Михайлов. Он упомянул о важности не остаться в стороне и принять участие в голосовании. Мы ждем стабильности в первую очередь, дальнейшего развития нашей родной республики и нашего родного города, в целом страны. Я думаю, у нас у всех вместе, сообща, это получится. Если по уважительной причине вы не смогли самостоятельно прибыть в помещение для голосования, по вашему письменному заявлению или устному обращению участковая избирательная комиссия обеспечит вам возможность проголосовать вне помещения для голосования. Заявление может быть подано не позднее 14 часов 19 сентября 2021 года. Вы каждый год ходите голосовать? Да. А что бы вы хотели, чтобы изменилось в нашем городе? Пенсии так обратно вернули бы. Все хорошо, деньги зарплату повышали бы, все хотим. И в городе, чтобы очень улучшается, дороги делается. На территории Чувашии, кроме выборов депутатов Государственной Думы, проводятся выборы в Государственный совет республики. Голосовать можно по месту фактического проживания или нахождения. Для того, чтобы проголосовать, вам нужен только паспорт. После предъявления документа, удостоверяющего личность, вы получаете бюллетень, в котором можете отдать свой голос. Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетень или принять участие в дистанционном электронном голосовании, он вправе воспользоваться помощью другого лица, кроме членов избиркомов, кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных, а также наблюдателей. Я отдала свой голос, а все желающие смогут проголосовать до 8 часов по местному времени. Избиратель, который по состоянию здоровья или из-за возраста не сможет прийти на свой участок, имеет право проголосовать на дому. Регулярно каждый год хожу голосовать, потому что от этого зависит наша жизнь, жизнь наших детей и внуков. Ученики Канадской школы номер 6 стали призерами всероссийских спортивных состязаний. Команда спортсменов завоевала серебро. Как встречали призеров после длительных соревнований, подробнее далее. Сегодня на перроне Канадского железнодорожного автовокзала встречают призеров всероссийских спортивных соревнований президентские состязания. Ребята из школы номер 6 сегодня принимают поздравления. Проводятся всероссийские спортивные соревнования с 2010 года по указу президента Российской Федерации. Одни из главных целей данных состязаний – популяризация физической культуры и спорта, а также укрепление здоровья учащихся. Традиционно попробовать свои силы в спортивном соревновании смогли городские и сельские класс-команды. Так, в течение 21 дня команда 8 Г-класса Канадской СОЖ номер 6 яро отстаивала честь родной школы в президентских состязаниях, отстояла и вернулась с почетным призовым вторым местом. Первое впечатление было очень тяжело. Первое время было непривычно, потому что все новое. Тяжело было свыкнуться с этим, но все же спустя время это получилось. А каковы впечатления были, когда узнали, что вы вторые?
Это было просто что-то с чем-то, правда. Мы прыгали, радовались, бегали, обнимались друг другом. В соревнованиях очень важна поддержка, отмечают призеры. В первую очередь родительская. Чтобы дойти до финала, ребята проделали весьма длительный путь от муниципального до всероссийского этапа. Спортивное многоборье, творческий конкурс, эстафетный бег – это не полный перечень того, что входит в спортивно-оздоровительную программу. Важнейшую роль в достойном прохождении команды всех этапов играют тренеры. Впечатления, конечно, непередаваемые. Как мама, я безумно счастлива и безумно рада, что наши дети являются призерами этих президентских соревнований. Да? Вот. Ну, у достойных ребят достойная победа. Молодцы. Чувство радости, чувство гордости просто переполняют душу. Браво. Огромное спасибо тренеру. Большое спасибо администрации школы номер 6, учителям, всем, кто принимал участие, это и родителям тоже в первую очередь. Браво, честное слово. Участники соревнований отмечают, что не собираются останавливаться на достигнутых результатах и будут дальше стремиться к новым свершениям. Особый день. В Канаше увековечили имя подполковника внутренней службы Владимира Язвова. На многоквартирном доме, где жил герой, установили мемориальную доску. Подробнее в нашем репортаже. Владимир Петрович Язвов – ветеран пожарной охраны и настоящий герой. 15 августа 1993 года подполковник внутренней службы предотвратил взрыв на Канарской нефтебазе. Он первым прибыл к месту взрыва и руководил тушением пожара. При работе по тушению пожаров Владимир Петрович Язвов показывал себя умелым и грамотным руководителем и указом президента Российской Федерации был награжден государственной медалью за отвагу. Владимир Петрович, будучи курсантом на 3-м курсе, он прибыл в нашу часть, пожарную часть, для практики. Я должен сказать и отметить, что он, будучи еще курсантом, в роли начальника, оставил очень хороший след. Он умел учить. Здесь прозвучало, что он в армии служил, потом училище. Но он до армии, то есть не до армии, в армии, он тушил пожары. Он тушил как раз нефтебазы и другие серьезные объекты вооруженных сил Союза. И свои знания он не прятал, учил. И сегодня отметил, что он, будучи начальником, воспитал отличных, которые получили профессиональные навыки именно на тренировках. А уже пожар, который здесь был отмечен на нефтебазе, они полностью выложили свои знания, храбрость и умения. На церемонии открытия выступил и председатель собрания депутатов Андрей Константинов. Он поприветствовал всех присутствующих и напомнил о героическом подвиге Владимира Петровича. Добрый день, уважаемые горожане, сотрудники МЧС, ветераны. Сегодня действительно знаменательный день для города Канаш. Мы чтим память великого человека, героя, уроженца города Канаш Владимира Петровича. Рассмотрев обращение пожарной части, мы, как собрание депутатов, единогласно приняли решение о открытии мемориальной доски в честь памяти Язвова Владимира Петровича. Конечно же, депутаты поддержали и вспомнили его героический подвиг. Если бы было по-другому, мы все знаем, что могло бы быть и какие последствия могли бы быть в нашем городе. Мы вечно будем чтить память Владимира Петровича, чтить, помнить, учить нашу молодежь, подрастающее поколение, и всегда во всех наших устах его имя будет звучать. Вечная память. Церемония открытия мемориала стала важным событием для родных Владимира Язвова. Сестра и сын героя поблагодарили всех присутствующих за реализацию проекта по увековечению памяти Владимира Петровича. Мама просила передать огромное спасибо вам за память. Особую благодарность просила передать тем, кто инициировал и реализовал проект по увековечиванию памяти нашего сына и брата. Ему сегодня исполнилось бы 55 лет. Мы по-другому бы праздновали этот день. Но 10 лет назад он ушел из жизни, оставив за собой боль, одиночество
Мы жили с ним долго и долго живем без него. И все это время мы не знали о том, что он герой, что он совершил подвиг вместе со своим караулом. Мы знали, что он тушил нефтебазу, но что сегодня скажут, что он был герой, для нас это, конечно же, недавно это стало для нас неожиданностью. Он никогда не рассказывал про свою работу, он нас жалел, щадил, спрашивали, он никогда не говорил ничего. Единственное, он очень любил свою работу, был предан своей профессии, своему долгу и гордился тем, что его профессия называла пожарный, спасатель. Всегда об этом говорил. Я горжусь своей службой. Всем спасибо за память отца. Очень приятно, что все его помнят, все знакомые лица. Всем спасибо. С признательностью и памятью службе Владимира Язвова, а также в знак благодарности к людям, ежедневно идущим на смертельный риск ради благополучия окружающих, к мемориальной доске были возложены цветы. Полина Андреева, Владислав Васильев. Вести недели. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч!